Обратите внимание, сегодня мы презентуем лучшие предложения по улучшению деятельности, которые позволяют повысить эффективность, качество наших внутренних бизнес-процессов. Специалисты на экранах показывают, как организовано их рабочее пространство. В реальном времени они могут оперативно решать все вопросы. Каждый работник должен понимать свой вклад в достижение стратегических целей компании. Эта разработка сетевой компании помогла серьезно оптимизировать процессы, что оказало свое влияние на тариф. Все, что мы экономим, оно как раз не позволяет делать прирост тарифов. То есть мы держим тарифы, укладываемся в тот индекс-дефлятор, который нам спускают федеральные органы исполнительной власти. Если бы мы не занимались оптимизацией издержек, то я думаю, чтобы наши расходы не были бы в пределах данного индекса. Ценообразование процесс достаточно сложный. Уровень критики в наш адрес регулируемых организаций всегда был и будет значительным. Тарифы в прошлом году поднимали дважды, в июле и декабре. Теперь на 1,5 года они заморожены. О главных причинах индексации говорят на итоговой коллегии Комитета Республики по тарифам. Чтобы, во-первых, длительный период времени не менять тариф, во-вторых, поддержать компании, которые должны обеспечить надежность, бесперебойность энергоснабжения, теплоснабжения, особенно зимой, это очень актуально, газоснабжение, чтобы у них были средства на эту работу. В среднем тарифы выросли на 9%. Вывоз мусора подорожал на 4%. Как признаются регоператоры, помогли инвестпрограммы строительства мусороперегрузочных станций, которые удешевили логистику. Потому что ресурсы действующих полигонов так или иначе исчерпаются, и возить отходы просто будет некуда, либо мы будем возить на новые межмуниципальные комплексы. Все равно какие-то удорожания запасных частей, ГСМ, зарплата сотрудников, она так или иначе все равно повышается регулярно. Поэтому и придуман на федеральном уровне такой механизм, инструмент, как индекс потребительских цен. Мы прозрачны, понятны, и Госкомитет это все видит. В Комитете по тарифам не согласны, что в сфере услуг все прозрачно. 80% обращений в прошлом году касались некачественного оказания услуг, за которые жители платят полноценно. Уже с этого года в Татарстане внедрят новый механизм перерасчета. Если абонент недоволен, то и заплатит меньше. Мы считаем, что качество должно отвечать стоимости. Поэтому мы сейчас должны разработать такой механизм, что если качество не отвечает параметрам, которые заложены в тарифном решении, соответственно, процедура фиксации раз, процедура перерасчета коммунальных платежей, в итоге в сторону уменьшения 2. Мы надеемся, что это заставит предприятие оказывать те услуги за ту стоимость, которую мы утверждаем, а населению требовать перерасчета в случае неоказания по нормативным услугам. Госкомитет предложил поддержать малообеспеченных и ввести так называемую дифференциацию регионального стандарта. То есть, если у семьи недостаточно средств на коммуналку, дать возможность платить меньше. Предложение Госкомитета о дифференциации регионального стандарта максимально допустимой доли расходов граждан зависит от доходов семьи. Так сразу принимать, наверное, преждевременно, требуется дополнительная проработка. Я поручаю тарифному комитету совместно с Министерством экономики и Минтрудом внести согласованное предложение. Чтобы максимально сдержать рост тарифов на канализацию, Алексей Песошин поручил исполкомам разработать план по подключению всех абонентов к централизованной системе и вновь введенным очистным сооружениям. Предприятиям разрабатывать инвестпрограммы для модернизации сетей. По вывозу ТБО премьер отметил, с этого года уделять особое внимание своевременному вывозу отходов. А Минтрансу рассмотреть вопрос, чтобы затраты на эксплуатацию транспорта не отражались на тарифе для потребителя. Рамиль Шайдуллин, Ленар Хузяхметов, ТНВ, Казань.